многих. Я решила провести встречу об особенностях поступления абитуриентов, у которых есть статус ОВЗ или инвалидность. Я веду запись встречи, потому что многие, к сожалению, не смогли подключиться онлайн, ну, по определенным причинам, да, поэтому запись я выложу в YouTube, и тем, кто зарегистрировался, отправлю. Если у вас есть вопросы, пожалуйста, пишите в чат. Сегодняшняя встреча призвана в целом, ну, как бы, ам, сегодняшняя встреча в целом призвана вообще осветить особенности поступления абитуриентов с ОВЗ и инвалидностью в колледжи и в вузы. Мы с вами попробуем посмотреть, какие же есть особенности, и я постараюсь ответить на ваши вопросы, если, ну, как бы у вас есть что-то, что вас беспокоит. Вот. Давайте начнем. Меня зовут Елизавета. Я работаю в Центре опережающей профессиональной подготовки. Я занимаюсь профориентацией с 2018 года. В 2020 году я прошла курсы повышения квалификации в Институте коррекционной педагогики города Москва. И получается, мы написали совместный проект с благотворительным фондом Харысхал и запустили проект по профориентации ребят с ОВЗ с инвалидностью, в рамках которого услуги по профориентации могут быть получены ребятами бесплатно, но об этом чуть позже. Вот, но в целом я психолог, у меня магистратура по психолого-педагогическому направлению. Я практикую, пишу научные статьи, консультирую и веду такую вот активную информационно-просветительскую деятельность. Потому что, к сожалению, есть вопросы, на которые не так легко найти ответы, именно связанные с точки зрения тем, чем же заниматься ребенку, когда ему исполняется 18 лет, потому что, ну, все вы понимаете, что даже по результатам, например, когда ребенок, ну, когда статус ребенок-инвалид снимает, у человека встает вопрос о том, какую группу инвалидности ему установить, соответственно, поддержка в виде, ну, какого-то финансового довольствия, она, к сожалению, минимальная, особенно по третьей группе. И нужно, ну, как бы принимать решение, что же делать дальше. И чаще всего эта ответственность, она ложится на плечи самих родителей или специалистов, которые работают с данной категорией ребят. Мы в целом с вами, когда говорим про ребят с ОВЗ с инвалидностью, имеем в виду, что это ребята, у которых диагностированы отклонения, патологии физического или психического развития, которые требуют специальных условий для получения среднего или высшего образования, а также им необходима помощь в социализации и труде. Часто очень много вопросов поступает, сразу скажу, про трудоустройство ребят с ОВЗ с инвалидностью. То есть а, у родителей возникает вопрос: вот ребенок пройдет консультацию по профориентации, куда он сможет поступить, а самое главное, где он потом будет работать. В рамках сегодняшней встречи мы с вами обсудим именно профориентацию и вот, ну, вообще особенности поступления. Особенности трудоустройства — это такой, знаете, следующий, ну, как бы логичный шаг в моей работе, но, к сожалению, так сложилось, что проблемы есть не только на уровне специалистов, но и на уровне вообще работодателей, которые предоставляют работу для людей с ОВЗ или инвалидностью. Нам предстоит очень большая работа с точки зрения того, чтобы менять те стереотипы, которые сложились, информировать людей, а самое главное, выносить эти вопросы на законодательный уровень, потому что, ну, как бы сейчас ситуация обстоит не так хорошо, как нам хотелось бы. Поэтому оставайтесь с нами, и если у вас есть идеи по тому, какие темы для вас актуальны, что вы хотели бы обсудить, как бы можете нам писать, мы открыты к, ну, вообще к вашей обратной связи. Вот. Сегодня мы поговорим в целом про поступление. Я немного обращу внимание именно на поступление, особенности поступления по нозологиям, но важно понимать, что в первую очередь, конечно же, мы практикуем
ну, какой-то такой более-менее индивидуальный подход, потому что вы прекрасно понимаете, что, ну, как бы диагнозы, они чаще всего могут быть какого-то такого собирательного формата. И то, как у одного ребенка, например, выглядит ДЦП, может отличаться от ребенка, ну, как бы с таким же диагнозом. Вот. Поэтому вообще в целом социальная дорожная карта ребенка выглядит так. То есть сначала нужно понять, ребенок пойдет ли в специализированную школу или инклюзивный класс в обычной школе. Потом необходимо определить индивидуальную программу и методики, по которым будет с ним осуществляться работа. На протяжении всего этого пути необходимо оказывать, конечно же, ребенку психологическую поддержку, медицинское сопровождение. И только все, если эти компоненты будут более-менее соблюдены, а, к окончанию школы мы с вами можем говорить о том, что, ну, как бы ребенку необходимо какое-то самоопределение. Потому что, смотрите, иногда вот, сталкиваясь именно в работе с практикой, бывает иногда такое. Ребенок, например, переходит из класса в класс, и явно вот его какие-то такие интеллектуальные способности не соответствуют для усвоения программы. Для того, чтобы он не портил статистику, его переводят из класса в класс, когда наступает 9 класс, и необходимо сдавать экзамены, которые не зависят от школы, начинается террор. В этом никто не виноват. К сожалению, так сложилось, потому что если ребенок, например, не сдаст экзамены, ну, как бы это скажется негативно на статистике школе. Родители начинают уговаривать, чтобы они забрали ребенка после 9 класса, чтобы он не приходил в 10, начинаются различные пугачки. И если бы работа велась раньше, то наверняка мы бы как-то вот смогли этот процесс, ну, осуществлять более подконтрольно. Поэтому, пожалуйста, не бойтесь обращаться к специалистам, не бойтесь ПМПК, не бойтесь психиатров, потому что смотрите, какая ситуация наблюдается. Вот до 7 лет это такой сензитивный период развития. Что это такое? Это когда вот мы питаем надежды, что вот, ну, как бы ребенок максимально реабилитируется. В 7 лет, ну, как бы вот это вот окно, оно у нас, условно говоря, закрывается. То есть это говорю не я, это я говорю то, как говорят врачи. И после 7 лет у ребенка он не останавливается в своем развитии, он, конечно же, развивается, но уже как бы происходит такая больше ам, физическое развитие. Вот. И поэтому, например, если ребенок, ну, как бы в 12-13 лет не говорит, то с большей долей вероятностью, что все-таки он не заговорит. И когда мы говорим про его профориентацию, про то, чем он будет заниматься, а, как бы это существенно сужает круг, как бы тех специальностей, которые он может получить. Вот, конечно, таких подводных вопросов много, поэтому я сначала пройдусь по презентации, что у меня есть, а потом, если у вас будут вопросы, пожалуйста, задавайте по ходу, я буду смотреть чат, и мы с вами потом будем это обсуждать. Вот, если вы смотрите это видео в записи, вы можете писать к нему в комментарии к этому видео. Мы тоже потом их просмотрим и обязательно вам ответим. Итак, вообще в профориентации существует несколько этапов работы. Конечно же, первое– это диагностическое. То есть в любой непонятной ситуации, когда мы говорим, что ребенку нужно подобрать какую-то профессию, нужно исходить из степени интеллектуальной и физической его трудоспособности. То есть, когда, например, родители пишут мне с вопросом о консультации, первое, что я узнаю, это, конечно же, насколько сейчас ребенок функционирует и как у него прогрессирует заболевание, в какой оно стадии и насколько оно ограничивает его жизнедеятельность. Это принципиально важно, потому что, не зная особенностей течения вашего заболевания, я не смогу порекомендовать вам что-то конкретное. Поэтому, если вы работаете как специалист с определенными нозологиями, пожалуйста, учитывайте именно медицинский аспект, не бойтесь консультироваться с врачами. Так, например, для того, чтобы разбираться в некоторых нозологиях, мне пришлось обучиться на клинического психолога, и это дает мне понимание, ну, как бы, течения некоторых заболеваний. Вот.
Так, идем дальше. Вообще, в целом, ну, конечно же, для диагностического метода применяются различные опросники, диагностические методики. Они бывают разные. Тут, конечно же, опять все зависит от ребенка. То есть сможет ли он пройти компьютерный тест, насколько сохранен его интеллект, вообще есть ли компьютер, сколько лет. В целом, компьютерное тестирование, вот то, по которому работаю я, это методика Digital Human. Потом, если будет интересно, могу показать, как выглядит отчет. Рекомендовано для ребят с 14 лет, потому что вот этот вот интеллектуальный блок, он больше разработан как бы для ребят, программа которых адаптирована вот, ну, именно для старшеклассников. Ранее мы работали при помощи федерального проекта «Билет в будущее». Этот проект позиционировал себя как проект ранней профориентации, и те тесты, которые были там на сайте, их можно было пройти ребенку с 12 лет. Там их было немного, они примерно такого вот формата компьютерного теста, в принципе, интересные, но больше ориентированы на специальности СПО, специальности колледжей. Вот, поэтому, наверняка, прежде чем, рекомендовать какую-то диагностику и вообще в целом начинать подбор специальности, необходимо изучить медицинские, аспекты течения заболевания у ребенка. Вот. Идем далее. Второе направление работы профориентации — это, конечно же, просветительское. По результатам консультации, с вероятностью где-то 80%, я рекомендую ребятам самостоятельно изучать те колледжи, которые есть. Почему? Смотрите, у меня как у консультанта, тем более который занимается профориентацией, все свое рабочее время, у меня есть, конечно же, все материалы по колледжам, по направлениям. А, я владею этой информацией, но мне важно, когда ребенок знакомиться с результатами своего теста, чтобы он подумал, какое учебное заведение и какой уровень образования он мог бы себе выбрать. Поэтому иногда, чаще всего, ну вот когда я начинаю консультацию, первое, что я спрашиваю, а, знаешь ли ты, чем отличается колледж от вуза? И мне очень грустно, когда более 70% ребят говорят, что в принципе не понимают, хотя это, знаете, тоже один из ключевых вопросов, чем отличается колледж от вуза, потому что профориентация, ее единственная цель — это помочь ребенку после того, как он определит область своих интересов, выбрать направление, уровень образования и выбрать именно учебное заведение, которое подойдет ему. Вот. Так, идем дальше. Поэтому вообще в целом ключевую роль должна играть именно посильность вида деятельности при наличии конкретного физического или интеллектуального психического ограничения. Ну, на примере ребят с нарушениями зрения, они могут справиться с техническими, аграрными и обслуживающим трудом, разумеется, с отдельными его элементами. Поэтому, например, ну, ясно, понятно, что специальность там огранщика алмазов, где нужно иметь идеальное зрение, вероятно, ребенку не подойдет. Ну, вот такие вот. Поэтому, когда я прошу ребят ознакомиться с направлениями обучения, в первую очередь я преследую цель именно такого, как сказать, а, ну, это сделано с единственной целью, чтобы ребенок понял, что он сам может из чего-то выбрать. Потому что профориентация — это не только про выбор направления, это еще и про вообще навык выбора. Потому что есть сложности в обучении ребят с ОВЗ и с инвалидностью в вузах и колледжах не потому, что они не могут выбрать, а потому что половина из них просто не может адаптироваться к учебному процессу, потому что там пары долгие. Если ты учишься на дистанционке, то, в принципе, тебя никто не контролирует, учитель к тебе домой не приходит. Это уже абсолютно другой уровень получения образования, и многие ребята не понимают, зачем им это. Кто-то не справляется, они не знают, что с этим делать, поэтому как бы возникают сложности. Смотрите, по статистике
На 20 тысяч студентов в колледже, которые сейчас у нас обучаются в республике, студентов с ОВЗ с инвалидностью чуть более 200. Еще раз, на 20 тысяч студентов, которые сейчас учатся, только 200 ребят имеют статус ОВЗ или инвалидность. Это критически маленькая цифра. У меня возникает логичный вопрос, куда эти ребята идут после школы, чем они занимаются. Потому что проблема заключается в том, что чаще всего ребята просто сидят дома и как бы вот родители не понимают, куда дальше им рекомендовать. Вот. А следующее направление – это, конечно же, коррекционное. Вообще задача этого направления – обеспечить ребятам максимальную самостоятельность и независимость при выборе профессии, а также способствовать разумному и осознанному самоопределению. Мне бы очень хотелось, если среди вас есть мои коллеги или коллеги посмотрят это видео в записи, чтобы мы с вами а, как бы продолжили какое-то более тесное сотрудничество, потому что профориентация в виде самоопределения – это процесс. Иногда ребенку нужно будет попробовать что-то, прежде чем понять, что ему выбрать. Так поэтому, например, помимо консультации у меня есть еще как бы такой продукт для школьников, как марафон по выбору профессии. То есть ребята смотрят видео, вообще, ну, как бы пополняют какой-то свой запас актуальных знаний и примеряют что-то к себе. То есть, потому что без понимания того, что выбрать, что подходит, сделать выбор практически невозможно. И для этого нужно больше, чем одна консультация. Для этого то место, где учится ребенок, должно его как-то сопровождать в его профессиональном самоопределении. Ну и, конечно же, консультативное направление. То есть важно понимать, что за одну консультацию, если ребенок вообще не понимает, что происходит, зачем его привели на консультацию, вряд ли, ну, можно добиться какого-то хорошего результата. Поэтому, если ребенок настроен действительно решительно сделать свой выбор, его нужно какое-то время сопровождать именно вот в этом вот процессе выбора своего направления. Итак, какие же есть подходы к профориентации для разных нозологических групп? Вообще, в целом, каждая нозологическая группа, она имеет определенные свои психологические трудности. Это нужно учитывать при профориентации. У меня есть небольшая памятка. Если вам будет актуально, я могу вам потом выслать. Вы мне напишите на почту, я вам вышлю эту памятку. Вот, пройдемся кратко. То есть вообще в целом, как бы ребята, у которых есть нарушение слуха, с ними нужно, например, работать следующим образом. То есть необходимо снижать их уровень тревожности, развивать их коммуникативные способности, потому что они могут переживать из-за того, что такой важный анализаторный орган у них ну, как-то не совсем хорошо работает. При этом, например, ну вот до того, как я начала заниматься этой темой, я думала, что ребята с кохлеарным имплантом могут слышать примерно как и здоровые люди. И когда я узнала, что это не так, для меня, конечно, было это большим открытием. Вот, поэтому помимо как бы вот какого-то просветительской деятельности необходимо будет развивать и заботиться и развивать какую-то вот психологическую готовность и психологическую грамотность. У ребятами с нарушениями зрения необходимо также развивать коммуникативные навыки и воспитывать позитивное самовосприятие. В принципе, нарушение опорно-двигательного аппарата – это такой самый наиболее, ну, в моем направлении, это самый легкий вариант работы, потому что чаще всего у ребят сюда, у них сохранные функции психики, они хорошо развивают свои таланты, у них есть сложности именно с передвижением. Но благодаря тому, что у нас сейчас вовсю идет онлайн, они практически уравняли свои шансы вообще и на учебу, и на трудоустройство. Вот. Поэтому сейчас есть вообще много позитивных кейсов, где ребята с нарушениями опорно-двигательного аппарата работают и могут работать. Основные сложности, как бы категория ребят, которые сталкиваются с особыми сложностями, это ребята, которые имеют соматические заболевания.
Мы, к сожалению, соматические заболевания не видим и потрогать их не можем. И когда, например, ребенок истощается, как-то вот его беспокоит болевой синдром, мы не понимаем, что с ним не так, и можем раздражаться, думать, что он ленится или, наоборот, симулирует, и не понимаем, ну, как бы, что ему мешает. Вот голова есть, там руки, ноги есть, да, ходишь, что у тебя может быть не так. Хотя соматические заболевания на самом деле очень сильно влияют на то, как человек себя чувствует, и то потом, как он может вообще себя применить. Вот. Поэтому необходимо знать течение заболевания у ребенка и то, как мы можем вообще в целом ему помочь. Так, идем дальше. Кратко скажу, то есть для того, чтобы выбрать направление обучения, ребята с ОЗ с инвалидностью проходят, в принципе, те же самые шаги, что и ребята, которые учатся в обычной школе. А, Первый шаг — необходимо определиться с подходящей профессией или профессиональным направлением. Для этого необходимо сделать какой-то диагностический скрин. После того, как ребенок сделал тест, ну или вы с ним побеседовали, или вы сводили ребенка к специалисту, который с ним побеседовал, в виде домашнего задания необходимо посовещаться с ребенком и выбрать вообще уровень образования, который подойдет. А, я немного буду делать упор именно на колледже, потому что, к сожалению, в истории работы у ребят с ОВЗ с инвалидностью чаще всего они выбирают колледж именно из-за сроков обучения, потому что не все ребята могут позволить себе учиться в ВУЗе именно с точки зрения длительности обучения и получения, как бы сложности получения образования. Вот. После того, как вы определились с уровнем образования, еще что важно упомянуть, не все направления подготовки есть в ВУЗе. Так, стоп. Не все направления подготовки есть в колледже. Что-то есть только в ВУЗе. При этом нужно понимать, что то образование, которое хочет ребенок получить, оно должно быть применимо в реальной жизни. То есть потом его в теории должны взять по этой специальности на работу. Поэтому здесь вообще нам предстоит такая вот интересная работа именно на втором шаге, потому что здесь необходима совместная работа специалиста, ребенка и родителя. Необходимо выбрать уровень образования, потом необходимо ознакомиться с теми предложениями, которые есть, составить список из 3-4 наиболее подходящих учебных заведений в выбранном направлении, понять, какой там конкурс, и уже потом начинать подготовку к экзаменам. И, конечно же, необходимо проработать с семьей. Что значит проработать с семьей? Вы знаете, есть родители, которые не хотят, чтобы ребенок далеко уезжал из дома, от дома. Кто-то, наоборот, хочет, чтобы ребенок учился дома на дистанционке. Кто-то желает отправить ребенка в центр вуз и готов прямо вместе с ним поехать. Кто-то считает, что ребенку не нужно образование, и, в принципе, как бы и так пойдет, и так будет нормально. Поэтому профориентация — это очень такая детско-родительская тема, когда родители, особенно после 9 класса, ведут такую вот ключевую роль в профориентации ребенка. Поэтому это нормально, этого не нужно бояться. Возможно, даже вы как специалист, вы как родитель будете взаимодействовать со специалистом чаще, чем ваш ребенок, и это абсолютно нормально. Почему важно взаимодействовать со специалистом? Правила приема каждый год они меняются. Ситуация на рынке труда, она тоже меняется. И когда вы получали образование, если вам, например, там 35 лет, 45, 55, наверняка социально-экономическая ситуация была абсолютно другая. И, например, чаще всего родители ставят вопрос таким образом: куда может пойти ребенок, например, так, ну давайте как пример, какое заболевание возьмем. Ну вот, например, ребенок 15 лет, у него ЗПРР, у него есть легкая степень умственной отсталости,
и он больше развит физически, чем интеллектуально. Вот куда он может пойти работать? То есть, ну, как бы понятно, да, куда нужно идти. Вот. Есть, например, заболевания, которые, как эпилепсия, да, она тоже бывает в разном виде, в разных формах может проявляться. И важно, чтобы, ну, как бы родители понимали и смогли соотнести те предложения, которые есть на рынке образования и труда, соотнести с тем, а, как протекает заболевание у ребенка. Вот. Вообще, если в целом есть у вас сомнения или сложности в выборе, обратитесь, пожалуйста, к специалисту, тем более, что в рамках нашего совместного проекта с благотворительным фондом Харисхал консультация предоставляется бесплатно. Таких консультаций может быть до двух, потому что, ну, как бы еще раз, да, повторюсь, на первой консультации это чаще всего андокоучение знакомительное. Потом, после того, как родители, ребенок предпримут какие-то поисковые действия, далее мы уже обсуждаем более предметно, именно с точки зрения специальности учебного заведения и условий поступления именно туда. Вот. М, Меня немного вообще расстраивает такая постановка вопроса, когда меня спрашивают, где может учиться ребенок с ОВЗ или с инвалидностью. Это крайне неправильный вопрос. Еще раз, это самый неправильный и некорректный вопрос во Вселенной, потому что ответ звучит таким образом, что там же, где и все другие дети. Естественно, что это может прозвучать как-то странно, но мы с вами, как взрослые, несем ответственность за то, что разделяем категорию ребят с ОВЗ с инвалидностью и думаем, что вот им нужно создавать какой-то отдельный мир для того, чтобы они там функционировали. Именно поэтому взрослые ребята, взрослые люди уже с ОВЗ с инвалидностью чаще очень закрыты от внешнего мира и функционируют именно внутри вот своих каких-то социальных групп, потому что вот, ну, как бы они определили для себя вот это вот как единственный нормальный вариант существования. На всей территории Российской Федерации у нас реализуется федеральный закон номер 273. Это федеральный закон об образовании, который говорит о том, что ребенок может получить любое образование, несмотря на то, что у него есть статус ОВЗ или инвалидность, и учебное заведение обязано создать условия для его обучения и написать программу для того, чтобы ребенок смог получить знания по этой специальности в адаптированном для него виде. Мы все с вами понимаем, что наверняка программу писать может быть сильно не хотеться, финансирования на создание условий нету. И, конечно же, легче всего сказать, вот для инвалидов у нас есть вот такое вот учебное заведение, пожалуйста, идите туда. А, Еще раз, это крайне неправильно и некорректно. Есть сложности с тем, что, ну, как бы противопоказания по здоровью должны соотноситься с получаемой профессией. Об этом обсудим дальше, но именно с точки зрения получения образования таких сложностей быть не должно. Вот. После того, как произошел какой-то выбор, меня очень радует, что вот консультируются и ребята 7-8 класса, потому что у них есть вот это вот время, определенный период, который помогает им так или иначе подготовиться к тому, что же их впереди ждет. Итак, ребенок получил аттестат. Что же будет дальше? Важно понять, какой уровень образования подойдет для ребенка. У нас сейчас есть несколько вариантов, чем может заниматься ребенок по окончанию школы. Он может поступить в ПО. ПО – это профессиональное образовательное учреждение. Это переименованные СПО – учреждения среднепрофессионального, среднего профобразования. А вообще СПО подразделяются на две категории – колледж и техникум. А, у моих коллег есть видео об этом, потом я сделаю подборку, и мы прикрепим и расскажем более подробно, чем колледж отличается от техникума. Вот, после СПО есть система ВО.
То есть ВО– это, ну, раньше это были вузы, высшие учебные заведения, сейчас это называется высшее образование. То есть ПОО– это колледжи и техникумы, и ВО– это высшее образование, это вузы, так сказать, чтобы не путаться в аббревиатуре. Вот. Поэтому важно, чтобы родители с ребенком определились, какой уровень образования им подходит больше. Может показаться, что я чаще всего агитирую ребят в колледже, но я сама получила образование в колледже, так как тоже имею определенные ограничения по состоянию здоровья. И для меня вариант с колледжем более логичен, потому что ты не всегда можешь прогнозировать то, как будет развиваться твое заболевание, а колледж дает вот неоспоримое преимущество тем, что ты можешь получить специальность, по которой сразу можешь пойти работать. И, конечно же, проще подобрать направление обучения именно в соответствии с рекомендациями по здоровью, которые есть. Если ребенок выбрал колледж, то у него нет ограничений по подаче документов на специальности. То есть у студентов, которые подают в вузы, есть ограничения по подаче документов. Там, по-моему, а, можно подать, так точно не скажу, забыла. То есть есть, по-моему, 5 колледжей, 5 вузов, и туда можно подать по 3 специальностям. Или сейчас, по-моему, увеличилось, честно говоря, не помню, потом посмотрю. Вот, для выпускников, которые планируют поступать в колледже, таких ограничений нет. То есть в теории можно подать хоть на 100 направлений в колледж. Обратите, пожалуйста, внимание, что в нашем министерстве есть отдел среднего профобразования. У них есть телефон горячей линии по приему на обучение по программам СПО. Его номер 506-044. Его номер указан здесь у меня на слайде. Именно у них я проконсультировалась именно по вопросу поступления ребят с ОВЗ и с инвалидностью в какие-то профильные колледжи, насколько вообще может быть законным отказ. Вот. Нужно объяснить ребенку, что когда он заканчивает школу, ему необходимо отнести документы в приемную комиссию. В принципе, перечень документов, он практически везде единый и стандартный. Единственное отличие у ребят с ОВЗ и с инвалидностью это в том, что необходимо будет приложить документ, справку МСЭ и заявить свое право, если таковое есть, на какие-то особые условия при вступительных экзаменах. Документы можно подать онлайн, очно или по почте. Обратите, пожалуйста, внимание, если вы подаете документы онлайн, пожалуйста, делайте цветные копии, чтобы можно было разглядеть. Вот. А, Чаще всего этот процесс, конечно же, контролируют родители, поэтому эта информация будет как бы больше полезна для родителей. Вот. С этого года подать документы можно и онлайн тоже. То есть если у вас нет возможности выезжать, вы можете подать документы и онлайн. Зачисление в колледже происходит на основании среднего балла аттестата. То есть когда ребенок закончил школу, те оценки, которые есть у него в аттестате, они выдаются ему, ему выдается аттестат. И как посчитать средний балл аттестата? То есть вы складываете все оценки и делите их на количество предметов. И это средний балл аттестата вашего ребенка, по которому вы должны будете ориентироваться, поступит ребенок или нет. Также в СПО есть специальности, по которым есть вступительные экзамены. Таких специальностей чуть больше 40 сейчас. В вузах тоже есть кое-где вступительные, есть где только по результатам ЕГЭ можно поступить. Я привела здесь вам календарь абитуриента для выпускника, который поступает вообще в колледж после 9 класса. Вообще 20 июня стартует приемная кампания вообще всех колледжей, вузов и так далее. То есть 20 июня, не позднее 20 июня, можно подать документы. 10 августа завершается прием документов от абитуриентов, которые сдают дополнительный творческий или профэкзамен. 15 августа заканчивается прием документов на все остальные специальности, не требующие доп. Экзаменов.
25 ноября последняя дата приема документов на свободные места, если они есть, и не позднее 1 марта колледжи размещают информацию о правилах приема, и не позднее 1 июня извещают об общем количестве мест и о наличии квот для ребят с ОВЗ и инвалидностью. Так, сразу вопрос поступил, да, важно на него ответить. Все ли учебные заведения ориентированы на сохранный интеллект? Ребенок окончил школу со справкой по 8 виду, куда можно поступить? Смотрите, если аттестат у нас считается документом о получении среднего образования, то справка юридически не относится к тому документу, который свидетельствует о том, что ребенок эту как бы специальность освоил. На сегодняшний момент в республике у нас есть единственное заведение, которое готово брать ребят со справкой. Это колледж социальной реабилитации инвалидов. Он находится по Сергеляхскому шоссе. Скажите, пожалуйста, слышали ли вы про него, про это учебное заведение? Сейчас я посмотрю, как он точно называется. Так. И сейчас уточню, где он находится. Да, вот. То есть вы можете посмотреть вообще в целом. Вот техникум-интернат, получается, так, он, его сайт repcenter.ru можете посмотреть. То есть, к сожалению, то есть если ребенок выпустился со справкой, его выбор с точки зрения специальности, оно очень ограничено. Вот мы писали пост в Инстаграме на тему, где могут учиться ребята с инвалидностью. Так, техникум-интернат, получается, вот после 9 класса ребенок, который закончил со справкой, он может получить специальности, обучиться на специальности профподготовки, то есть профессиональной подготовки. Это повар, пекарь, кассир-контролер, обувщик, портной. И длительность этого обучения 10 месяцев. То есть, к сожалению, выбор невысок. Поэтому со справкой можно обучиться именно вот в этом колледже. Вот, идем дальше. Так, сейчас в СПО есть список 45 направлений, по которым необходимо сдавать вступительные экзамены. Если случилось так, что ребенок выбрал направление подготовки, по которому необходимо сдать вступительные экзамены, у вас есть право на как бы создание дополнительных условий для того, чтобы у ребенка как бы для того, чтобы ему были созданы условия для сдачи вступительных экзаменов. Итак, давайте пройдемся по ним. Обратите, пожалуйста, внимание, что это приказ от 2020 года номер 457. Вообще вступительные экзамены, конечно же, проводятся в одной аудитории совместно с поступающими, которые не имеют ограниченных возможностей здоровья, если это не создает трудностей для поступающих при сдаче вступительного испытания. Можно попросить ребенку ассистента из числа работников образовательной организации, или можно привлечь лицо, которое может оказать ребенку необходимую техническую помощь с учетом его индивидуальных особенностей. Обратите, пожалуйста, внимание, что это не человек, который будет помогать ребенку сдавать вступительные экзамены с точки зрения какой-то вот такой помощи именно по поступлению. Он может помогать ему именно вот с технической стороной вопроса. Вот. Также поступающим предоставляется в печатном виде инструкция о порядке проведения вступительных испытаний. То есть вы заранее можете ознакомиться, как будут проходить вступительные испытания.
Поступающие с учетом их индивидуальных особенностей могут в процессе сдачи вступительного испытания пользоваться необходимыми им техническими средствами. Ну, то есть нужно, если, например, ребенок пользуется кохлеарным имплантом, нужно уведомить сотрудника, который принимает вступительный экзамен, что это не наушник, через который там осуществляется ребенку подсказка, это его способ вообще слышать окружающий мир, потому что как бы такое тоже бывает. Вот. Материально-технические условия должны обеспечивать возможность беспрепятственного доступа поступающих в аудитории, туалетные и другие помещения, а также пребывание в указанных помещениях, пандусов, кресел и так далее. Возможно, это звучит как сказка, но обязаны. Так, вопрос мы дальше продолжаем. Может ли ребенок, окончивший со справкой 9 класс, проучиться 10-11 класс в школе по 7 виду? Я, к сожалению, не владею пониманием того, насколько ребенок вообще может ли усвоить программу 10-11 класса и именно по 7 виду. То есть я рекомендую вам обратиться в ПМПК, которая сориентирует вас, что же делать дальше. Смотрите, вы, конечно, можете отправить ребенка проучиться 10-11 класс в школе по 7 виду. Вам такую школу, во-первых, нужно будет найти, во-вторых, в нее нужно будет устроиться. И самое главное, нужно будет понять, сможет ли ребенок проучиться в ней, закрыть академические вот эти вот как бы академические предметы для того, чтобы получить аттестат. Вот, поэтому, исходя из ваших индивидуальных особенностей, но я бы вам рекомендовала обратиться в ПМПК, потому что при вообще выборе программы обучения опираются не на то, что я вам здесь скажу, а на выписку ПМПК. ПМПК психолого-медика, психолого-медико-педагогическая комиссия. У нас есть в республике 2 видов, городская и республиканская. Вы можете обратиться к ним, чтобы они порекомендовали вам, что же делать дальше. Если необходимо вам, чтобы ребенок получил аттестат, именно аттестат, возможно, стоит рассмотреть переход на какое-то индивидуальное или домашнее обучение. Может ли ребенок отправить документы в техникум для инвалидов и другой колледж одновременно на бюджет при наличии аттестата? Да, абсолютно верно. Ребенок может отправить документы в столько колледжей, сколько он пожелает, ограничений нет. Единственное, важно понять, что, смотрите, вы перед тем, как отправить документы в техникум, вы отправляете туда копии. И когда вы понимаете, что ребенка берут, а вы относите туда оригинал. То есть вы сразу не сдаете оригинал, потому что если вы передумаете или ребенка возьмут в другой колледж, вы можете поступить куда угодно. То есть как бы здесь ограничений нету. Так, идем дальше. Так, ладно, какие есть особенности создания для экзаменов, я вам говорить не буду, но наверняка это и так понятно. Так, для слабовидящих, так, ну вообще в целом, так, если вы изъявите такое пожелание, то все вступительные испытания вообще могут проводиться в устной форме. Экзаменатор будет принимать напрямую ребенка, даже писать ничего не придется. То есть знайте о ваших правах и заявляйте о них заранее. Вот. Давайте немного поговорим про особенности сдачи ЕГЭ. У меня были ребята, которые говорили, что зачем мне вообще думать про ЕГЭ, про балл аттестата, когда как у меня есть инвалидность, и меня автоматически возьмут. К сожалению, это в корне неверное утверждение, потому что сейчас расскажу почему. Вообще есть особые условия при поступлении, сдаче ЕГЭ и вступительных экзаменов. Оно распространяется на следующие категории граждан. Это инвалидность первой и второй группы, инвалидность детства и инвалидность, полученная во время военных действий или прохождения воинской службы. Есть небольшой подводный камень с инвалидностью с детства. Иногда бывает так, что ребята поступают в ВУЗ, когда им вот-вот исполняется 18 лет. И получается, инвалидность с детства у них снимается.
И когда они получают условную третью группу, они уже не являются льготной категорией. Поэтому необходимо, чтобы при установлении именно третьей группы было указано, что этот переход случился из категории инвалид с детства. Именно эта юридическая как бы вот сложность дает вам такое вот, ну, как бы преимущество, если вдруг ребенок не успевает поступить до 18 лет, когда у него еще есть статус ребенок-инвалид. Вот. Какие есть особенности сдачи ЕГЭ? Необходимо подать заявление на регистрацию не позднее 1 февраля. Также, если есть какие-то уважительные причины, подтвержденные документально, необходимо также о них заявить, о том, что вам необходимы особые условия для сдачи ЕГЭ, но это необходимо сделать не позднее, чем за 2 недели до начала экзаменов. Сейчас у нас с вами идет уже разгар экзаменов, но, насколько мне известно, если случились какие-то сложности, в принципе, вы можете, ну, как бы заявить о них и сейчас. Вот. Получается, в заявлении нужно указать, какие требуются специальные условия для сдачи ЕГЭ с учетом состояния здоровья ребенка и особенностей его развития. К заявлению нужно приложить подтверждающие документы, копию ПМПК и справку, подтверждающую инвалидность. Поэтому, дорогие родители и специалисты, пожалуйста, не бойтесь ПМПК, не бойтесь психиатров, не бойтесь специалистов, потому что мне очень грустно, когда вы не отправляете ребенка на ПМПК, потому что потом он как будто бы не сможет получить права или пойти на госслужбу. Мы с вами должны мыслить категориями актуальных задач для ребенка сегодня, сейчас, то есть что ему необходимо сейчас. Сейчас ему необходимо желательно получить аттестат, потому что аттестат расширит его возможности при поступлении. Вот. Ну, конечно, это такие, например, особенности, как увеличение продолжительности экзамена, перерыв на питание, присутствие ассистента и так далее. Вот. Также есть особенности проведения ЕГЭ и вступительных испытаний для лиц с разными типами инвалидности. То есть, например, это если есть проблемы по зрению, то это выполнение, ну, как бы изготовление экзаменационных материалов, выполненные рельефно-точным шрифтом Брайля, либо ассистент зачитывает. Может быть, например, результат вступительного экзамена выполнен при помощи компьютера, компьютерной программы. Еще, знаете, есть такая вот интересная история. Я не знаю сейчас это вот, насколько сейчас это актуально, но вот иногда бывает так, что ребята со статусом ОВЗ или инвалидность сдают баллы, не очень хорошие баллы по ЕГЭ. И в в вузах есть несколько способов прохождения вступительных испытаний. Вообще есть несколько способов заявления на то, что я хочу зачислиться на эту специальность. Я могу зачислиться по результатам ЕГЭ, по результатам баллов, или сдать только вступительные испытания без расчета ЕГЭ. Но нужно учесть, что потом вы как бы поменять не сможете. Вот если вы выбрали только поступление по результатам ЕГЭ, то, вероятнее всего, как бы будет браться во внимание именно количество баллов. Если ребенок желает поступить по результатам вступительных испытаний, он может поступить без учета вот ЕГЭ. Вот. Так, тут у нас дальше для глухих, слабослышащих. Так, ну, то есть здесь особенности, как можно вообще, какие есть особенности проведения ЕГЭ и вступительных испытаний. Так, в целом дальше идем. Мы с вами близимся к завершению. Если у вас есть вопросы, пожалуйста, пишите их. Вот, смотрите, в соответствии с федеральным законом об образовании во всех образовательных учреждениях должны быть созданы специальные условия для обучения лиц с инвалидностью, но на практике далеко не все вузы и колледжи оснащены таким образом. Поэтому перед подачей документов, пожалуйста, узнайте, есть ли необходимые условия в выбранном вами учебном заведении. То есть, да, конечно,
это должно быть там, но было бы хорошо, если бы вы заранее ознакомились с паспортом доступности. У образовательных учреждений обязан быть паспорт доступности, с которым можно ознакомиться. Вот. Так, ну, например, вот интересный факт. Около 25% космических разработок создано глухонемыми инженерами, выпускниками Бауманки. Давайте обговорим льготы при поступлении в ВУЗ более подробно. Вообще есть несколько квот при поступлении, то есть зачисление в учебное заведение без сдачи экзаменов и в обход конкурса, и квоты, которые дают право поступления на льготных основаниях некоторым категориям абитуриентов, а также право на преимущественное зачисление при равенстве баллов с другими абитуриентами. Зачисление в учебное заведение без сдачи экзаменов и в обход конкурса действительно только для победителей и призеров олимпиад, победителей олимпийских, сурдоолимпийских игр. При этом, если они поступают, вот, например, они спортсмены, и они поступают именно как бы на физкультурное направление, только тогда. Вот, то есть без сдачи экзаменов и в обход конкурса зачисление льготное не положено. Для ребят с ОВЗ с инвалидностью каждый год выделяется не менее 10% от всех бюджетных мест. Должно выделяться не менее от всех бюджетных мест не менее 10%. Вот, при этом важно, чтобы у ребенка не было противопоказаний к обучению и была возможность сдать успешно вступительные испытания. И единственное как бы право, которое дает преимущество ребятам с ОВЗ и с инвалидностью, это право на преимущественное зачисление при равенстве баллов с другими абитуриентами. Конкурс для абитуриентов, которые зачисляются по особым льготным направлениям. Этот конкурс происходит среди детей-инвалидов, инвалидов первой и второй группы, инвалидов с детства, инвалидов вследствие военной травмы или заболевания, а также детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также ветеранами боевых действий. То есть все вот эти категории граждан подают документы на обучение в ВУЗе. И если количество заявлений превышает количество квотируемых мест, то конкурс проводится именно среди вот этих категорий граждан. И все-таки выбирать будут именно того, кто поступает с более высокой суммой баллов. То есть, еще раз, это важно проговорить. Автоматически, если у ребенка есть инвалидность, его никто не будет зачислять в ВУЗ или в колледж. У него есть преимущественное право. Что это такое? Если у ребенка, например, у вашего ребенка есть там балл аттестата 4,0, и есть какой-то ребенок, у которого тоже 4,0, но у вашего ребенка есть категория ОВЗ или именно есть инвалидность, он имеет преимущественное право для поступления. Вот. Кроме того, особая квота может быть не установлена в случае отсутствия бюджетных мест на конкретном направлении подготовки. Такое может быть с вузами, потому что обучение в вузах чаще всего, ну, так бывает, что оно коммерческое, туда очень большие конкурсы, поступить туда сложно. С колледжами чуть более попроще. В этом 2021 году анонсируется сейчас в этом году анонсируется более 6 тысяч мест, на которые можно будет поступить. Я хочу вам показать один сайт, который должен, ну, как бы вот, к которому стоит обратиться, если у вас есть сложности именно с пониманием того, куда же может поступить ребенок. Есть такой очень хороший сайт перспектива.про. И здесь вот есть противопоказания для трудоустройства с учетом имеющихся трудностей и на залоги нарушения. То есть, если у ребенка есть, например, трудности, связанные со слухом, давайте посмотрим, что он предлагает нам. Вот. То есть, гигиенические нормативы, условия труда. Вот. То есть здесь описаны как бы общие факторы, что именно не стоит выбирать. Ну, как бы какие именно условия труда могут быть опасными.
Если это как бы кажется немного сложным и есть конкретные вопросы именно на какую профессию можно обучиться, есть такая вот интересная вещь, как в советское время она называлась профессиограмма. Сейчас этим особо не пользуются. Сейчас я вам покажу примерно, как это может выглядеть. Есть перечень медицинских противопоказаний рекомендуемых профессий при различных нарушениях у детей с ОВЗ. Здесь рекомендуемые профессии связаны с тестом Климова «Человек-человек», «Человек-техника», «Человек-знаковая система», «Природа» и «Художественный образ». То есть, например, если у ребенка есть нарушение психических функций, умеренные нарушения эмоций, воли, поведения, ну, например, есть СДВГ, ЗПРР, здесь вот есть противопоказания, то есть все-таки какие-то работы, связанные с умственным напряжением, наверняка не подойдут. Если это человек-техника, то это мастер аудио, видео, бытовой техники. Благо сейчас у нас практически, ну, как бы с техникой, мы очень активно пользуемся техникой, поэтому люди, которые ее ремонтируют, очень нам нужны. Такие профессии, например, специальности человек-человек, где нужно общаться с людьми, возможно, их учить, обучать, как-то лечить, там будет сложновато, потому что уровень эмоционального напряжения в работе с людьми, он очень большой. Если, например, человек тяготеет к IT, он может стать программистом, в принципе, имея небольшую, как бы, умеренное нарушение функции эмоций, воли, поведения и так далее. Вот. Если человек природа, например, цветовод, зоолог, ландшафтный дизайнер, профессии могут звучать как-то старинно, да, но есть определенный перечень. Если вы погуглите, то вам выйдет перечень специальностей и направлений, по которым может обучаться ребенок. Скажите, пожалуйста, есть ли у вас вопросы, на которые я бы могла сейчас ответить? Вот. Я напоминаю вам, что вы можете записаться ко мне на бесплатную консультацию по профориентации, если у ребенка есть статус ОВЗ или инвалидность. Для этого вы можете написать мне на почту. Из-за того, что я видео выложу в общий доступ, я, к сожалению, не хочу указывать номер телефона. Давайте я вам в чат его напишу. Здесь в чате его, ну, как бы он туда не запишется. Вот. Так. Мгм. Так, еще раз напомню, если вдруг кто не знает, меня зовут Елизавета. Я работаю в Центре опережающей профессиональной подготовки, занимаюсь профориентацией и веду проект профориентация ребят с ОВЗ с инвалидностью. Так, скажите, пожалуйста, есть ли у вас вопросы, на которые я бы могла ответить? Мгм. Есть поднятая рука, вы можете спросить, если можете звуком спросить, как вам удобно будет. Мгм. А, Смотрите, у вот этого вот семинара есть группа. Ну, вообще, в целом у меня есть группа, куда я периодически отправляю информацию о том, какие у нас семинары планируются. Июнь оказался очень богатым на вопросы про поступление ребят с ОВЗ с инвалидностью. Запись я выложу. Поэтому, если что, можете написать, я включу вас в группу. В группе нет спама, то есть семинары бывают раз в месяц. Вот. Есть ли вопросы, на которые вы хотели бы получить более такой, ну, возможно, какой-то другой вопрос вызывает актуальность? Например, про колледж вот с учебным заведением, с техникумом медико-социальной реабилитации у меня как-то был прямой эфир. Я даже его сохранила, у меня есть. Надежда Кононовна, профориентолог этого колледжа, у нас с ней был прямой эфир, и она отвечала на вопросы. То есть его тоже можно в записи посмотреть. В принципе, как бы вся информация есть в свободном доступе. Спасибо большое, что подключились. Я думала, я здесь буду
вещать одна сама себе, потому что я думала, что в праздничный день люди отдыхают. Вот. Хорошо, спасибо большое, что выделили время. Хорошего вам вечера. Если будут вопросы, пожалуйста, пишите. До новых встреч.